الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. В завершении вчерашней темы, вчера мы говорили с вами про то, как быть, как стать примерным семьянином. И в завершении этой темы хотел бы затронуть некоторые моменты, некоторые аспекты, которые касаются нас, мужчин, в отношении наших жен. И последнее, о чем мы с вами говорили, это было то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Хайрукум, хайрукум ли ахли». Лучшие из вас – это те, которые наилучшим образом относятся к своим семьям. И последнее, о чем мы сказали, это было то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, несмотря на то, что он был пророком, несмотря на то, что на нем была большая ответственность за умму, за мусульман, за донесение религии, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, со своей семьей, он позволял себе слабости, позволял себе такое доброе отношение, разговоры, улыбки, шутки, какие-то, может быть, даже, допустим, игры. И поэтому в этом для нас есть пример, что кем бы человек ни был, какие бы он крутые должности не занимал, сколько бы он там ни зарабатывал, он должен уметь уделять своей семье, своей жене время, ту самую романтику, те самые шутки и вот эту душевную близость, чтобы семья его не чувствовала самих себя в отчуждении, как будто, все строго по протоколу, все строго по звонку, сели, встали, покушали и так далее, чтобы не было такого. Чтобы это все было наилучшим виде. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, играл, шутил, и показывал в этом для нас лучший пример. Также один из выводов из хадиса: хайрукум, хайрукум ли ахли, лучшие из вас это те, которые наилучшим образом относятся к своей семье, к своей жене. Это когда человек чувствует свою ответственность и в материальном плане. Когда несет ответственность перед своей семьей, перед своей женой, перед своими детьми, именно в материальном выражении. Когда исполняет все необходимые потребности, закрывает всю нужду, и не дает испытывать какие-то трудности, если у него есть возможность исправить эту ситуацию. И в жизни бывает так, что сам он с друзьями, с близкими, может ходить вкусно питаться, здесь поел, там шашлычок покушал, там еще что-нибудь, а дома жена его, допустим, тоторчает пошли коткан бәрәңге белән аш ишә, например, такого быть не должно. И верующий, должен соблюдать баланс. Если он со своими близкими, друзьями, знакомыми, с коллегами, может как-то проводить такое время, в баню сходить с друзьями, с мужчинами, покушать и так далее, он тоже должен выделять это же самое и своей семье. И еще бывает такое, что, например, сам он за собой, глава семьи, муж, следит за собой, красиво с иголочки одевает, красив, галантен, элегантен, но при этом его жена, допустим, она может испытывать стеснение, может испытывать трудности. И одно платье, два платья, которые не меняют год, два или даже 3, такого тоже быть не должно. И поэтому должен бояться Всевышнего Аллаха, тратить и на себя, тратить точно так же и на свою семью. Однажды у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спросили: «О посланник Аллаха, какие у жены права есть на нас?» То есть, какие права у наших жен есть на нас? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ан тутаимаха иза таимта», чтобы ты накормил ее после того, как сам покушаешь.
После того, как сам насытишься. وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ إِذَا اكْتَسَبْتَ. И когда, говорит, сам одеваешь одежду, сам одеваешься, одеваешь и ее. Когда сам зарабатываешь, одеваешь и ее, как говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому из этого хадиса мы понимаем, да, что заботиться только лишь о себе и при этом забывая тех людей, которые находятся под твоей опекой, под твоей ответственностью, твоя жена, твои дети, это несправедливость, это зульм. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что говорит? Покушал сам, накорми и семью, накорми и жену, потому что вопрос был такой, да, какие у наших жен права перед нами, да, на что они могут претендовать. И посланник Аллаха говорит, жена, покушал сам, накорми и жену, оделся сам, одень и свою жену, красивые одеяния, которые соответствуют нашему шариату. И поэтому вот соблюдать этот баланс, да, Аллах Тааля дал наших жен нам в руки как аманат, и Аллах Тааля в судный день сам будет спрашивать с нас, как мы выполняли свои обязательства, как мы несли этот самый аманат. Поэтому нельзя быть эгоистом, да, и забывать про тех близких, за которых мы отвечаем. Иначе в судный день они спросят сполна. А в судный день, как Аллах Тааля об этом описывает, да, в судный день человек будет убегать от своих родителей, человек будет убегать от своей жены, от своих детей, от своих друзей и будет просить у Аллаха, чтобы только Аллах Тааля его только чтобы спас. Всех остальных хотя бы за счет других, только лишь меня спаси. И будет вот такой вот ужас. И поэтому, если человек в этом мире причинял кому-то зульм, если в этом мире человек ущемлял кого-то в правах, если человек в этом мире заходил в долю, в хак, в право кого-либо, пусть будет имущественное право, пусть будет денежное право, допустим, там, да, или оскорбление чести там, и так далее, в судный день не нужно думать, что он великодушно тебя простит. Или же, не дай Аллах, да, не нужно думать, что это же моя супруга, мы с ней же прожили 30-40 лет вместе, там, да, как она сможет с меня требовать в судный день? Еще как сможет. Еще как будет требовать, если ты ее угнетал, если ты не давал ее права. Потому что это будет зульм. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит нам четко и ясно. «Ман кана лаху мазламатун ли ахихи, фальятахаллалху, кабля ан ла якуна динарун валя дирхам». Тот, у кого есть какое-либо преступление, какой-либо зульм, какая-либо несправедливость к своему брату, да, пусть сделает ее халяльной, пусть сделает ее дозволенной сегодня, пока не наступит день, когда не будет у человека ни динара, ни дирхема. Поэтому вот это распространяется на всех нас, и в том числе на наши семьи, на наших жен. Следующая ошибка, которую мы часто допускаем, это следует также из этого хадиса. Посланник Аллаха сказал: лучшие из вас это те, кто лучшим образом относится к своим женам. Вот эта вот лучшесть, вот это вот достоинство, да, оно относится и в те моменты, когда мы не уделяем внимания религии наших семей. Когда мы, да, я женат, да, у меня жена, у меня дети, я должен стремиться, чтобы они вкусно покушали, чтобы были красиво одеты, чтобы в тепле спали, чтобы там ветер, дождь там, или снег им ничего не мешало, и все. Это большое заблуждение, если человек так в себе представляет свои обязательства. Самое главное обязательство нас, мужчин, глав семей, да, это самое первое обязательство, чтобы мы защитили самих себя и наших жен, и наших детей от огня в судный день. Аллах Тааля в Коране нам сказал: «Ку анфусакум ва ахликум нара». Спасите самих себя и ваши семьи от огня. Вот эта вот ответственность веры, богобоязненности, да, она распространяется на всех нас и является самой главной, самой приоритетной. И сегодня, субханаллах, вот как хазрат, как имам, работаю в мечети, да, очень часто вижу такую картину, когда человек, прихожанин, мужчина он или женщина, неважно, в мирских вопросах он постоянно прокачивает себя.
Работает он в стоматологии, работает он в автосервисе, работает он, я не знаю, там, в общепите, например, там, да, постоянно прокачивает себя, какие-то семинары посещает, какие-то обучения посещает, в Москву ездит, сюда ездит, там, да, постоянно думает, постоянно расширяется. Это хорошо, с одной стороны. Сегодня мы живем в такое время, сегодня чуть-чуть проспал, все, этот самый технологический процесс, он тебе переедет вдоль и поперек, и останешься плестись где-нибудь там позади. Если человек работает в сервисе, научился ремонтировать там ВАЗ-2109 или 010, например, там, да, девятку, десятку, и если он не будет постоянно развиваться, он не сможет ремонтировать эти самые новые иномарки. И тем более то, что у нас сейчас все потихоньку идет, то, что к электромобилям бензиновые, дизельные двигатели, они могут остаться уже в прошлом. Человек, если он не будет работать над своими навыками, он останется позади. И уже не будет зарабатывать в том самом должном образе, чтобы ему хватало. Это в мирских вопросах. Он прокачивает себя в мирских вопросах по полной. Когда дело возвращается к его религии, вот он как научился намаз читать 10 лет назад, выучил суру Фатиха, выучил Ихлас, Фаляк, Нас, и все, 15 лет так намаз читает. Вот он выучил, как брать тахарат, как брать гусль, как читать намаз. Все, даже ураза он не прокачивает, не учит себя. Из года в год одни и те же ошибки, одни и те же какие-то вопросы и так далее. И постоянно топчется на месте. Это большая ошибка. 10 лет читаешь намаз и не умеешь открыть Коран с середины и не можешь продолжить читать, это большая ошибка для тебя. Если ты до сих пор не научился различать алиф от обычной палки, алиф от обычной единицы, не умеешь различать, не знаешь правила таджвида, это большой для тебя недостаток. И, субханаллах, с этим нельзя не мириться. И поэтому, альхамдулилля, сегодня у нас очень много возможностей, как это делать, как это исправлять. Сегодня и при мечетях медресе есть, сегодня и вечерние курсы есть, даже в интернете. Зайдете в интернет, напишите в ютубе «Муаллим сани», как научиться читать Коран, там более 30 курсов вам перед вами выйдут ссылки, да, более 30 уроков, и как научиться с нуля человеку, который вообще ничего не знает. Такой курс. Хочешь хазрат с бородой, хочешь без бороды, хочешь в платке, хочешь в тюбетейке, хочешь араб, хочешь не араб. На любой вкус и цвет будут уроки. И мириться со своим невежеством, ничего не изучать, это большой недостаток. И еще больший недостаток, когда я занимаюсь собой, когда я хожу на уроки, слушаю вагазы, машаллах, альхамдулилля, тахва и так далее, и при этом забываю про свою семью. При этом забываю про свою жену, про своих детей. Я, альхамдулилля, бороду отрастил, тюбетейку одел, шапан одел, такой сижу в мечети, там, да, дуа делаю, там, у Аллаха прошу, там, и так далее. А в этот момент там жена занимается моими различными непотребствами. Или там может, там, допустим, делать какие-то ошибки в религии, может быть, даже в каких-то хурафаты там верить, там, да, в различные там, вот эти вот... всякие суеверия, там, да, может допускать какие-то действия, которые противоречат вере, да, может допускать какие-то грехи, только лишь потому, что ты не уделил внимания, что ты не предоставил ей возможность учиться, изучать религию. Ни сам не научил, ни отправил ее, ни предоставил ей возможность учиться. И поэтому, уважаемые братья, лучшие из вас, это те, которые лучшим образом относятся к своим семьям. Лучшие из вас это те, которые занимаются своими семьями в религиозных вопросах. Дают возможности, предоставляют всевозможные уроки там и так далее, да, учись матурам. Все для тебя сделают, готов приехать тебя привезти и забрать. И альхамдулилля, такие братья есть. Одного брата знаю, да, каждый раз, я вот в определенное время его в нашей мечети вижу вечером. Че, говорю, пришел? Ну, как бы в шутку уж, да, зачем приперся? Он, говорит, жену, говорит, привез, а потом опять, я с уроков уже выхожу, опять что приехал, жену, говорит, увожу. То есть привозит, увозит, и при этом даже не пикнет. И альхамдулилля. И вот это очень хороший пример того, что он уделяет внимание образованию, духовному образованию своей жены. И поэтому не нужно забывать и свои семьи. Альхамдулилля, сегодня у нас для женщин тоже очень много возможностей учиться. Даже у нас при мечети,
Альхамдулилля, наши сестры-мусульманки, преподавательницы, да, не бабушки. Я, кстати, заметил, многие мусульманки, их удерживают от того, чтобы пойти в мечеть. Да там бабули преподает. Что они знают с прошлого века, с 19 века, там, да? Неинтересно с ними там и так далее. И вот такая у них отговорка, да? Я не хочу идти в мечеть, не хочу идти в медресе, там потому что все по-старому. Нет, ничего не по-старому, альхамдулилля. По-новому хорошие квалифицированные кадры. Поэтому и у нас при мечети, и в различных других мечетях, и есть и курсы, и медресе, там, да, и Коран читать научись, там, и изучи основы ислама. Кто из нас изучил 5 столпов ислама? Если даже вот сейчас среди присутствующих попросить поднять руки, кто хадж включительно изучил в мечети где-нибудь основательно, я думаю, это будет меньше половины. А среди женщин и еще меньше будет. Поэтому не нужно забывать уделять внимание и нашим женам, и предоставлять им возможности, чтобы и они тоже учились, чтобы они тоже работали над своим иманом, и чтобы и у них тоже богобоязненность росла. Потому что мы отвечаем в ответе за них, мы являемся главами семей, и в судный день, если жена с нашего позволения делала что-либо запретное или допускала какую-либо ошибку, которую я мог исправить, спрос будет с меня. Ты, глава семьи, ты отвечал. Ты почему не защитил свою семью от огня? Поэтому вот это вот достоинство, превосходство, лучшие среди мусульман это те, которые работают со своими семьями, показывают отношения и заботятся о ее богобоязненности. Также, уважаемые братья, нужно сказать, что этот хадис, лучшие из вас, это те, кто лучшим образом относится к своим семьям. Из этого хадиса можно сделать прямой вывод. Какой? Это противоположность. Посланник Аллаха сказал, лучшие из вас, те, кто лучшим образом относится к своим женам, значит, худшие из вас, кто относится наихудшим образом к своим семьям. Значит, если кто-то является плохим семьянином, это знак равенства, то, что он плохой верующий. Это он плохой мусульманин. Он худший среди нас. Вот это вывод, который мы делаем из хадиса пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И поэтому Аллах Тааля, Он дал нам наших жен в качестве аманата. И пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов сказал, «Истаусу бин ниса и хайра». Обращайтесь с вашими женами самым наилучшим образом. Они подобны пленницам у ваших руках. Вы взяли ваших жен как аманат Всевышнего Аллаха, и вы сделали дозволенными для себя ваших жен словами Всевышнего Аллаха, словом Всевышнего Аллаха. Этот хадис говорит нам о том, что Аллах Тааля подчинил нам нашу жену. Мою жену подчинил мне. И Аллах Тааля сказал, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, жены подобны пленнице. Как это понимать? Значит ли это, что теперь я могу ее давить, могу ругать, могу там втаптывать в грязь? Почему? Она пленница. С пленниками так обращаются? Нет. Здесь под смыслом подразумевается, Аллаху Та'аля а'лям, это то, что право развода в руках мужа. Хочет разводит, хочет не разводит. Аллах Та'аля верил ему. И поэтому он должен относиться к этому со всей серьезностью. И Аллах Та'аля говорит, и вы взяли их как аманат перед Всевышним Аллахом. И даже когда заключается брак, заключается никах, да, по мнению большинства ученых, нужно спросить разрешение и у отца. И отец передает в руки жениху свою дочь. А в ханафитском масхабе и женщина сама себя может выдавать замуж и говорить, я согласна выйти замуж за этого мужчину, да, а он говорит, я принял, да, и несмотря на это, и в ханафитском масхабе желательно, чтобы отец невесты присутствовал и был согласен на это. И поэтому, когда мы ее берем, да, когда человек, мужчина, когда женится, да, он обладает силой и применяет свое очарование, свою красоту, свое великодушие, именно вот своими словами, да, он делает так, чтобы она вышла за него замуж. И она знает, что она сейчас свободна, но вот после этого никаха станет уже под ответственностью этого мужчины. И поэтому, уважаемые братья, Аллах Тааля
сказал нам этими аятами, этими хадисами, Аллах Тааля дает нам понять, что женщины наши, они слабы. Мы, мужчины, физически сильны, и нам в плане никаха даны большие привилегии, право развода и иные права, да? И поэтому, если мы будем злоупотреблять этими правами, Аллах Тааля в судный день очень жестко с нас спросит. И это очень большой спрос. И пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи в качестве примера, да, нужно сказать, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, например, ни разу своих жен не бил, ни разу не ударял. Это вот просто один пример из жизни пророка, саллиллаху алейхи. А теперь соответствую ли я этому примеру пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи? Как я выполняю свои обязанности перед своей супругой, перед своей женой? И поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, сказал в одном из хадисов: Аллахумма инни ухарриджу хакка даифейн аль-ятим валь-мар'а. О Аллах, я запрещаю посягать на право одной из двух слабых людей. На одного из двух слабых людей. Это, говорит, сирота, ятим, ребенок, не достигший совершеннолетия, у которого умер отец, или же отец и мать умерли, да, а также женщина. Женщина, то есть жена, которая находится под ответственностью мужчин. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, назвал их слабыми людьми, и он сказал: запрещаю посягать на их права. И поэтому, уважаемые братья, в завершении нужно сказать: посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, сказал: лучшие из вас это те, кто лучшим образом относятся к своим семьям, и также вывод из этого хадиса: худшие из вас, из мусульман, из всех верующих, которые присутствуют на земле, это те, которые худшим образом относятся к своим семьям. Пусть Аллах Тааля защитит нас от козней шайтана, пусть Аллах Тааля сделает нас примерными семьянинами, и пусть Аллах Тааля дарует нам прожить эту жизнь вместе с нашими семьями, а также соединит нас в раю, иншаллах. Одно лишь напоминание просто, да, вот, подожди немножко, 2 минуты. Одно напоминание по поводу сухура и ифтара. Очень много вопросов приходит, да, по поводу, когда завершать сухур, когда начинать ифтар. Братья, всем вам говорю, да, ученые практически все сказали, время уразы начинается с момента, как только наступает рассвет. Вот на горизонте появилась белизна, все, кушать, пить и совершать близость запрещено. До тех пор, пока солнце полностью не скроется за горизонтом. И поэтому это время, это священное время, как и намаз. Вот у нас есть у каждого намаза свое время. Начало времени, конец времени. Совершил намаз до времени, до начала времени, намаз недействителен, на тебе грех. Совершил намаз после выхода времени, намаз недействителен. Делаешь тауба и делаешь потом каза. И также и ураза. Поэтому нельзя кушать сухур, когда ты знаешь, что время уже вышло. И у нас очень много братьев пользуются хадисом, где говорится, да, смысл хадиса: слышишь азан, и ты поднял стакан с водой, допей этот стакан. Нужно почитать, что ученые говорят про этот азан. Тут азан не тот, который на намаз, который оповещает нас о том, что время закончилось. Это был первый азан. Во время пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи, на уразу давали 2 азана, на сухур. Один чуть пораньше, который говорил Биляль, да, и второй, который говорил Абдуллах ибн Умми Мактум. И посланник Аллаха говорил: слышите первый азан, кушайте, слышите второй азан, не кушайте, прекращайте. Поэтому нельзя после того, как время выйдет, даже если у тебя в руках стакан воды, даже если у тебя во рту еда, нельзя ее глотать. Проглотишь, испортишь свою уразу. И это практически, по мнению всех ученых, нельзя так поступать. Это время, священное время, там кушать и пить нельзя. И точно так же вечером, я вот тоже заметил, многие братья проявляют небрежность. Сегодня во сколько ифтар, азан на магриб? 18:35, все. И идет к микрофону, 18:35 еще не настало, 33 может быть, 34 может быть, да, он уже идет, говорит: да что там, плюс-минус 1 минута. Нельзя так говорить. Плюс-минус 1 минута, она может испортить твою уразу. И поэтому завершить сухур обязательно до выхода времени, сухур тамам, а кушать уже после того, как солнце скроется, после как начнет время. И у нас вот здесь вот, в этом расписании, это уж, извините, да, сегодня немножко подольше, в этом расписании, смотрите, есть 2 времени на утренний намаз. Есть время, называется сухур тамам,
Сухур закончился. Есть время утренний намаз. Я об этом каждый год говорю. Сухур тамам означает то, что ночь закончилась, наступил рассвет. Если вы дома, после этого времени уже можно намаз читать. Утренний намаз. До этого времени сухур нужно завершить. А второй графа, да, утренний намаз, это означает, в какое время в мечетях Татарстана совершают намаз. И это время, утренний намаз в мечетях, он круглый год минус 1,5 часа от восхода солнца. Круглый год, не меняется вообще. Минус 1,5 часа, минус 1,5 часа. А вот это вот время, сухур тамам, оно постоянно меняется. В зависимости от наших географических особенностей Казани, Татарстана. Поэтому, уважаемые братья, большая просьба, даже не просьба, а требование завершать сухур до этого времени. Если вы покушали после сухур тамам, зная об этом, вы испортили свою уразу. Поэтому завершаем сухур до сухура тамам, а после уже можем даже завершить намаз после этого. Джазакум Аллаху хайран, субханак Аллахум бихамдик, шаду алля илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.